В руках старшего штурмана Айнара Оторба шлем с хитроумной начинкой. Ведь в целом от шлема зависит техника пилотирования самолета и эффективность применения пилотом бортового вооружения истребителя. В конечном результате жизнь летчика и выполнение им поставленной задачи. А еще защитный шлем должен обезопасить пилота при катапультировании. На самом деле нужен 1% таланта и 99% труда. Трудиться нужно и день, и ночь, не покладая рук. Первое. Второе. Физическая подготовка должна быть на высшем уровне. Потому что без здоровья в воздухе делать нечего вообще. Айнару Оторба было 16, когда он поступил в Краснодарское высшее авиационное училище летчиков. Вспоминает, что выбор профессии был осознанным и несомненным. Возможность получить образование в, пожалуй, единственном в России училище летчиков появилась благодаря лимитам для абхазских абитуриентов. Полеты в небе, неважно, военной или гражданской авиации, всегда несут колоссальную нагрузку для пилота. Неспроста из 5 лет только на 3-й год обучения будущих летчиков допускают к штурвалу. Физика, математика – основные предметы, которые нужны изначально. А то, что необходимо уже далее, там всему научат. Рисков исключать нельзя, потому что летная работа всегда связана с рисками. И это в первую очередь подготовка к боевым действиям. Чтобы тебя не сбили в первом же бою, надо головой крутить на 360 градусов. Представительство Россотрудничества в Абхазии ежегодно предоставляет квоты абхазским абитуриентам по разным специальностям. А в этом году, по сравнению с прошедшими, рекордно высокое количество целевых квот на гражданскую авиацию. И вот с чем это связано. Это 32 целевые квоты для ребят, чтобы они могли учиться в конкретных вузах в России. То есть, если у нас по остальным квотам, которые мы выделяем, и по остальным направлениям, ребята могут выбирать для себя вузы, в которых они могли бы учиться, то здесь у нас конкретные вузы, в которых именно проходит обучение по конкретным специальностям. Это у нас произошло в результате того, что было обращение со стороны Министерства экономики Абхазии на предмет потребности в этих специалистах. Исходя из этого, Миноборнауки сформировал те вузы, которые могли бы конкретно подготовить по конкретным специальностям этих ребят. По словам главы Россотрудничества, прием заявок на получение высшего и среднепрофессионального обучения осуществляется в течение 2 месяцев, а 20 февраля прием заявок завершится. Заполнить анкету можно онлайн на сайте Education in Russia. После проверки первичных документов будет назначена и объявлена дата экзамена, который пройдет в дистанционном режиме. По Росавиации есть как высшее образование, то есть это ребята могут поступать на бакалавриат и на магистровские программы. И также у нас есть 14 квот по среднепрофессиональному образованию. То есть это ребята после 9 класса могут поступать в колледжи. На сегодняшний момент у нас уже подано более 90 заявок. Вот. Правда, у нас 110 квот, из них, как я сказал, 32 целевые квоты. Что касается вот этих целевых квот, то здесь у нас есть такой небольшой нюанс, так как это целевые квоты, мы, к сожалению, если скажем, на них мы не набираем, мы не можем ребят перебросить на другие высшие заведения. Поэтому, если мы не набираем, то мы, к сожалению, эти квоты потеряем. После 20 февраля ребята будут оповещены, кто будет приглашен на эти тестовые испытания. Заявка от Министерства экономики на получение 32 квот в сфере гражданской авиации по различным направлениям связана с планами на перспективу. В последнее время о реконструкции Сухумского аэропорта активно заговорили на государственном уровне и провели ряд важных встреч. А на платформе 10-го российского форума «Деловое сотрудничество России и Абхазии», прошедшего в феврале 2022 года, уже обсуждались подробности реконструкции Сухумского аэропорта. ЮРСА этот код Сухумского аэропорта как ключ, открывающий двери для регулярных международных воздушных полетов. Подготовлены специалисты в сфере аэронавигации, технологии транспортных процессов, технической эксплуатации транспортного радиоуправления, обслуживания летательных аппаратов, технологий транспортных процессов и других дадут возможность и для собственного развития. Летчику нельзя без неба, говорит Айнар Оторба. Сейчас он, как и другие его коллеги, работает в авиации на базе аэропорта. С 2019 года
года аэропорту придали статус совместного базирования, и поэтому аэродром находится в совместном использовании гражданской и государственной авиации. Открытие аэропорта в целом было бы свежим глотком воздуха не только для сферы экономики, но и для самих же специалистов, чьи знания обязательно пригодились бы, тем более, что таковыми мы обладаем. Асида Мали, Алексей Быструков, Абхазское телевидение.